Сегодня продолжим тема о происхождении этнонимов Тунгусы, Ламуты, Эвенки. Вот эти названия этих народов. Данной проблемой занимались многие исследователи, как В. Туголуков, Глафира Макаровна Васильевич, так и другие. Сегодня мы хорошо знаем, что есть этнонимы Эвенки и Эвены. До революционное время их всех назвали тунгусами. И некоторый час эвенов назвали ламутами. Но официальное название было тунгусы. До революционное время ламуты – это неофициальное название. А так всех эвенков и эвенов назвали тунгусами. Сегодня эвенков во всем мире 77 тысяч человек. Из них в Российской Федерации проживают 35 тысяч человек, а за рубежом в Китайской Народной Республике Маньчжурии живут эвенки общей численностью примерно 40 тысяч человек. И 2 тысячи примерно живут в Монгольской Народной Республике. Но эвенки Монголии их давным-давно ассимилировали, язык свой не знают, и уже у них путаница, и многие уже считают себя монголами. Для нас, вот в данное время середины, мы обычно думаем, что эвенки и эвены занимаются только оленеводством, охотой и рыболовством. А на самом деле это не так. В Китайской Народной Республике есть коневоды, эвенки, земледельцы, земледелием занимаются, разведением крупного рогатого скота занимаются. Это оленеводы только у нас. Да, еще есть пешие оленеводы в Охотском побережье и Охотском побережье. Занимаются только рыболовством. Так что, оказывается, тунгусы, эвенки и эвены занимаются многими видами хозяйства. Да, в Северном Китае тепло, там почва нормальная, и поэтому занимаются земледелием. Пшеницу, проса, ячмень, в общем, все виды злаковых они сажают, огородничеством занимаются. Все это белера хиллер болды, онна хайиллер болды. Атылылар, онан тыдна олар. Таким образом, наличие на северо-востоке двух этнонимов тунгусы и ламуты вносило путаницу во времена переписей населения. Вот, допустим, даже перепись 2010 года у нас в Якутии тоже внесло путаницу, в частности, в Булунском улусе. Там одна семья, допустим, живет село Найба, Хараулах. Все ученые, Илья Самуилович Гурвич и другие, кто там бывал, работал в годы советской власти, это 40-е, 50-е годы 20-го столетия, они все писали, что это северный тюгасирский род эвенов. А сегодня половина, 1/3 населения стали эвенками. Даже в одной семье мать эвенка, отец эвен,
А тут оказался Саха, сын Саха. Ага. Одна младшая дочка Эвенка, старшая дочка Эвенкийка. Даже в одной семье представители 3 народов. Это уже нонсенс, понимаете, да? И тем более до революционное время и в начале советского времени вот такая была большая путаница в этническую номенклатуру многих регионов Якутии, Магаданской области, Чукотки, Камчатки и так далее. Происхождение ламуты всем известно. От эвенского, эвенкийского слова «лам-нам» переводится как «море». То есть житель побережья такого-то моря. Возможно, до революционное время, до перехода русских казаков, а первые русские казаки проникли на озеро Байкал только в 1643 году. И они там впервые услышали от местных жителей, что озеро называется Ламским морем. Ламским морем. Первые русские казаки проникли в Охотское побережье. И там местные тунгусы, опять-таки говорят, это тоже Ламское море. Ламское море. Значит, до перехода русских казаков оба вот этих больших бассейна, водных бассейнов назвались Ламским морем. И Охотское море. И потом на берегу Байкала жили в древнейшие времена жили очень многие народы. И все они оставили свое название. А многие названия многие народы не помнят. Вот, допустим, татары говорят, море это Тенгиз. Тенгиз. Ага. Мы говорим, монголы говорят Далай-Нур, тоже море. Эвенки, тунгусы говорят, это Ламское море, смотрите как, оказывается. А русские сегодня говорят Байкал. Озеро не Байкал, а Байкал. То есть по русской транскрипции. В 1638 году первый служилый человек, постник Иванов, отчитался, что верховье реки Яны встретил ламских людей. Он в своем отчете пишет. Таким образом, первые русские казаки впервые встретились с этнонимом Ламут, верховье реки Амур. Они из Якутска прошлись на лошадях. Вот они и написали впервые этноним Ламут. Потом казак Иван Москвитин проник в Охотское побережье, и там тоже он написал и в своем отчете, дневнике, что он встретил ламских людей. То есть лам-нам это переводится как поморчанин, возможно, поречанин, он на улахан кюэль, ну как это Байкал или другие большие озера северо-востока Азии. Таким образом, в 1691 году казачий сотник Иван Томилов назвал ламскими тунгусами коренных жителей Охотского побережья. Ну, это современный север Хабаровского края и Магаданская область. И он отмечал, что на Яне, Индигирке, Колыме и в низовьях Лены жили ламские люди, кочевые ламутки.
Таким образом, документ уже 1735 года от эвенков чуть-чуть отделил ламских людей, то есть эвенов. Ну, до революционное время даже юкагиров назвали тоже тунгусами. В многих переписях населения юкагиры написаны тунгусами. Ламуты это ивены, да? Да, ламуты. Или венки? Ламуты это самоназвание эвенов. Ивена. Эвенов. Ага. Но что интересно, если глубже копнуть историю тунгусских народов, то получается, об этом отмечала в свое время Глафира Макарина Васильевич. Она самый известный тунгусовед советского периода. Ага. Она отошла в иной мир в начале 70-го года, в 71-м году, кажется. До этого она побывала во многих районах, местах, где жили эвенки, эвены. У нее есть очень хорошая работа. Я хотел вам показать, чтобы не быть голословным. Вот она, вот она. Она, вот Глафира Макарина Васильевич. Советская этнография, данная статья, номер 4, в 1946 году напечатана. Называется «Древнейшие этнонимы Азии и названия эвенкийских родов». Очень хорошая статья. Сколько страниц? 17 страниц я переписал. И она отмечает: выявлено более 200 эвенкийских родов. Здесь все пишет. Кроме того, она занималась и эвенами. Вот она, Глафира Макарина Васильевич. Статья к вопросу о происхождении эвенов. 46, ну, примерно 50 эвенских родов написала она. Получается 250 родов. А если еще глубже копнуть, во времена махатцев, это первом тысячелетии до нашей эры, в конце первого тысячелетия до нашей эры, махатцы из Перебайкалья, Забайкалья начали проникать в Северный Китай. Ну, оно называется сейчас Маньчжурия, территория Маньчжурии. Весь Северный Китай от Пекина, если к северу идти до реки Амур, все это большая территория называется Маньчжурией. И махатцы проникли в конце первого тысячелетия до нашей эры туда. И этноним Маха, многие ученые говорят, неизвестное происхождение этого этнонима. А мы тунгусы, вот мы тунгусы, знающие язык, мы говорим мо, это вода. А вода, то есть получается махатцы, мукрийцы, маха, это тоже паричане. Да, паричане. Это они как раз освоили Преамурье. С левой стороны, с правой стороны. Вот смотрите как. Махатцы проникли вплоть до территории Кореи. Полуостров Лиадун и даже Приморье. Вот на такой большой территории распространились махатцы. Мо, значит, паричаны. Ага. Ну, во всех документах исследователи пишут, в частности, Глафира Макарина Васильевич пишет о том, что эвенки, этноним эвенки и увань современных живых языков невозможно перевести. Это, говорит, видимо, древнейшие этнонимы, которых, ну, язык которых, видимо, был совсем другим, и они говорят о том, что это
прапрапредки, наверное, алтайской языковой семьи. Это так далеко идет. Это примерно 3000 лет, 5000 лет тому назад. Их язык был совершенно, когда алтайские народы, говорящие на алтайском языке, они по какой-то причине начали осваивать северные регионы Российской Федерации, западные регионы Российской Федерации, юг, это Центральную Азию, и на восток они начали, да, двинулись на восток. И таким образом мы в китайских источниках, российской историографии, мы находим этнонимы, этноним Эвенк, вот такого этнонима вообще до 1931 года не было, оказывается. Я вообще был поражен, как так? Только в 1931 году в Советском Союзе принят данный этноним. В 1931 году принят этноним Эвенки. А Глафира Макарина Васильевич говорит, первоначальным был этноним Увань. А я еще иду дальше, читая китайские источники, это 5 век до нашей эры, на территории от Маньчжурии, где, да, внутренней Монголии, Северной Монголии, где это территории современного Монгольской Народной Республики. Вот жили так называемый народ Увасы. Ну, Увасы, значит, это понятно, Увани и так далее. И таким образом этноним Эвен, Увань, зафиксировано в китайских письменных источниках, начиная с 4-7 века нашей эры. И потом, я не знаю, по какой причине, принято было Эвенки. Ну, видимо, наши ученые, советские ученые приняли решение, наверное, и что это две разные народы. А на самом деле язык один, антропология одна, хозяйство один. С венами. Да, с венами. Но в советское время вот, ученые, которые работали 60-е, 70-е годы 20-го столетия, они говорят о том, что эвены, ламуты – это буферный народ между тунгусами и юкагирами. Из них якобы родился новый народ, да, эвены. Ну, я не согласен с таким выводом, потому что, ну как, у Вани существовали еще с 4-7 века нашей эры. Ну, такого быть не может. Да, конечно, они, безусловно, ассимилировали многие юкагирские роды. Даже в древние времена юкагири жили вокруг озера Байкал. До перехода тунгусских народов, до перехода якутского народа, вот здесь, вот как раз, это колыбель якутского народа Тири. Туахтенари? Да, нет, не этот. Кочалар. Эмсели, Эркани, Туймада. Здесь жили юкагирские племена. Это примерно, может быть, 3000, 5000 лет тому назад. Примерно жили. Ну, кроме того, таким образом, я в тот раз показывал, в 7 веке, в среднем течении Лены, в китайских источниках Таншу,
написано, что проживал народ Юйтижа. Юйтижа. И специалисты говорят, возможно, это тунгусы, возможно, это юкагиры. Но вопрос пока остается открытым. А самих предков не маньчжур, а чужеземцев, себя они всегда назвали Нюйтижа. Нюйтижа, буква Н, а тут Юйтижа. Они, этот этноним переводится как «золотая голова». У них светлые волосы были, как цвет золота. Да. И поэтому их себя назвали Нюйтижа, то есть золотая голова. В связи с этим, наверное, можно ли было назвать Юйтижа, я не знаю, но по китайской транскрипции Юйтижа это, возможно, и юкагиры, но, возможно, и тунгус. Вообще, истории чистого народа нет. Может быть, чистые народы Амазонии живут в Южной Америке, возможно, это Океания, Полинезия, Микронезия, там, где изолировано. А там, где вот Евразия, в других местах, я думаю, чистого народа вообще в мире нет. Я все время подчеркиваю, в мире сегодня 6 тысяч народов. Алтатович. И тем более генетика говорят о том, что у всего человечества одна праматерь, одна семья. Да, будем говорить в кавычки Адам и Ева. Мы из одной семьи, из одного отца, одной матери все человечество произошло. Это парадоксально, но это может быть и такое. Против генетики, наверное, нет лома. Тут мы не будем спорить. Тунгусов, эвенков всегда меня удивляет одно. Это написано во многих документах и во многих научных исследованиях и в советское времени, и в основном советское времени. Ангарские эвенки, то есть иркутские эвенки этого большой тунгусский, нижний тунгусский и каменный тунгусский, они до 60-х годов 20-го столетия себя назвали эвенами. Почему-то. Так написано во многих документах. Я тоже был поражен. Как так? Это неграмотно заполняли. Я в паспорте написано Эвенка. Эвенмен паспорт, да? А настоящая Венкийка я сижу. Анна Николаевна Венкийкой была. Да. Но мы с Анной Николаевной Муреевой, я всегда разговаривал по-эвенски. Она со мной разговаривала по-венкийски. Мы друг друга очень хорошо понимали. И очень хорошо разговаривали. И в документах написано, эвены освоили, их называют орочонами. Это другой термин, орочоны. Становой хребет. Вот где становой хребет идет как раз где енгринские эвенки, да, вот туда, вплоть до Хабаровска, вот, и вплоть до этого. Там местных орочонов. Да. Это орочоны. Орочоны эвенов тоже раньше называли орочонами. И поэтому не случайно весь Северный Китай в японских летописях, китайских летописях, корейских летописях написано Уранхайским краем, то есть Орочонским краем. Оленевод. Орон – это олень, а Орочон – это оленевод. То есть край оленеводов. Вот так переводится. И дальше идем.
тунгусоязычные племена проникли в Саяно-Алтайское Нагорье. И там сегодня в документах дореволюционных исследованиях Г.Н. Потанин пишет, В.В. Бартоль пишет о том, что где сегодня живут Тувинская республика. Территория Тувинской республики тоже, оказывается, называют Уранхайским краем. И оказывается, да, и по сей день там есть оленеводы. Вот. Занимались, то есть оленеводческий край тоже переводится. Смотрите как. Там тафалары же еще. Да, вот, ну, это есть тюркоязычные тафалары. Ага. Уранхайский перевод – это оленевод перевод наш. И по тюркской транскрипции вообще я в тот раз отмечал о том, что этноним Уранхай, Улянка, она широко распространена даже в Центральной Азии. У монгольских народов, да, народов. Да. В общем, оно очень широко, оказывается, распространено. Но, я думаю, основа языка тунгусский. Но потом, может быть, оно изменилось. И многие специалисты, даже Индия атиян, Индия тылына билген периодте хаты гитятыр. Қанды уран қайын тылы истебедет бітті. Бұл последние 2-3 года истебедет. Это давным-давно. Во все праздники якуты всегда говорили, мы Уранхай хакаларга уруй айхал дейтілді. Менің мен оған істер. Онда менде болғаны Уранхай, Америкаға оқиын Уранхай келдіреді. Бо. Онда мен Түйіндер күтті кәсілден біріне епіпер, келдер өйдеуілерген Уранхай деп бұл жадың олықтақ, мүлттің олықтақ, жәкәлбі парпатша. Хотя хөвіләвәттері. Мүлттіқтің ұқтақ. Бұл олейін Уранхай, барқызда бейі аймақтары бұд Уранхайдарға дейті хөвіләвәттері Тувинстан. Какая-то часть тувинцев проникли в тунгусские племена, и их ассимилировали они. И все стали тувинцами. Говорят на Говорят, якуты ближе к тувинцам. Да, якуты ближе к тувинцам, уйгурам и к кыргызам. Хакалар бир ханнахтары бит. И даже язык самый близкий. А азербайджанцы, там, узбеки, это совершенно там другие народы смешались. И поэтому их язык более стал сложным. Ну, якутский народ состоит из разных родов же, да? Кангаластар, там, Кангаласы, Туматы, Карасағылар, Хатыгынар, Намнар. Это у них очень и специалисты переводят Кангалас от тунгусского Кангалас, якутского Кангалас. У тунгусов Кангалас переводится, а у якутского Хангалас, буква Н, переводится как касте, густе переводится. А там и специалисты так пишут. Я вам язык специалистов говорю. А так-то мы, якуты, говорим Кангаластар, Кангалас. И эти, возможно, говорят, это Хахын татемной. Да, татемная птица, наверное. Татемная птица, поэтому... Қаңғыстен левый дем. Кангалас. Вот, смотрите. А многих эвенков называют, значит,
монголы называют хамныган, а некоторые народы называют орочон, киля, то есть десятки разных названий эвенков. По местности. Да, по местности, по названию какой-то водоема, реки и так далее, и так далее. Десятки разных этнонимов, эвенков. Но я одно понял, как пишут специалисты, и наши советские, и дореволюционные ученые, этноним эвенк нигде и никогда не зафиксирован. Это меня удивляет. Почему так? Вот. Ну, все специалисты так отмечают. Эбен ден, Уван ден, уже 4-7 века уже письменных источников китайских, корейских зафиксировано. Даже японских источников зафиксировано. И я в тот раз тоже говорил, малый час до революционное время, когда первые казаки начали осваивать Северо-Восточную Азию, русские источники говорят о том, что тунгусов было примерно более 100 тысяч человек. 100 тысяч человек. А сегодня осталось 35 тысяч. Но из них языком владеют совсем мало. Ну, может быть, от силы 10%. 10%. А мы, овейны, владеем языком. 25 лет тому назад мы владели 45-50%. А сегодня осталось овенов, которые владеют своим родным языком, только 16%. Хотя государство делает все, да, школы эвенский язык до 11 классов преподают. У нас северное отделение университета есть. А в Санкт-Петербурге есть целый институт, который занимается языками коренных малочисленных народов севера. Но тем не менее, да, и мы язык. Это ход времени. Это ход времени. Глобализация. Ага. В будущем вообще один язык останется во всем земном шаре. Так говорят. Ну, я потом понял, оказывается, маленькие народы не первый раз теряют свой родной язык. Ну, будем говорить, это веление времени. Да. Веление времени. Ага. И многие народы сейчас даже трехязычны. Поэтому мы сегодня разговариваем на якутском языке, языке среднего народа, и на русском языке. Ну, я думаю, с потерей языка, я крамольную мысль скажу, с потерей языка мы не перестанем быть овенами, юкагирами, эвенками. Я так думаю. Конечно. Ну, Но знать надо. ага. Но знать надо. Уақытты кем болып А то культура халық история. Психология, мировоззрение, все это культура, традиционная культура остается все равно. Да. Документация. Я же в тот раз вам переводил пример. Сегодня на родном языке в мире из 6000 народов на родном языке говорят, разговаривают 5661 народ. Ага. Да, 339 народов разговаривают на языке империй. Ну, это в хорошем смысле слова. Да, это большие народы. Это на английском, это на испанском, даже на русском.
французском, китайском, смотрите как, корейском, японском. Вот смотрите как. Поэтому с потерей языка у маленьких народов, я думаю, вот еще раз повторяю крамольную мысль, но меня не будут, наверное, обвинять, но это веление времени, вот так и должно, наверное, быть. Никак сопротивляться невозможно. Да, это глобализация идет. Сильные ветры дуют. Сильные западные ветры дуют. И чуть такой силой дуют эти ветры, что оно вот-вот уронит мою юрту. Или, мою юрту. И я дальше не хочу, это мне рассказал один глубокий старик, ему было 95 лет. Видимо, это ветер, это влияние Запада, наверное. Так, если так говорить. Все, наверное, уже 45 минут. Следующая тема – происхождение народа Саха. Следующая тема. В следующий раз.